Меня зовут Алина Бармагамбетова, и я финалистка конкурса Solve for Tomorrow. Меня зовут Айдана Медетова, я финалистка конкурса Solve for Tomorrow. Меня зовут Сабина Гимбердиева, и я финалистка конкурса Solve for Tomorrow. Наш проект называется STEM Sisters. Мы создали его в августе 2021 года вместе с Айданой, и потом уже предложили нашим друзьям тоже стать частью команды и разрабатывать проект вместе. STEM Sisters — это сообщество, которое предоставляет бесплатные уроки от старшеклассниц для учениц средней школы по предметам STEM, а именно биология, алгебра, геометрия, физика, химия и программирование. И также на последнем потоке мы еще решили добавить английский язык. Мы решили предоставлять бесплатные уроки от учениц таких школ, как НИШ, РФМШ, КТЛ. Даже некоторые студентки университета преподавали в нашей программе. Наша основная цель — это просто помочь каждой девочке реализовать ее потенциал. И также мы столкнулись с проблемой того, что многие дополнительные курсы и репетиторы, они могут быть не по карману некоторым. И, соответственно, именно поэтому решили делать уроки бесплатными. Проведя опрос, мы узнали, что многие девочки встречаются с такими стереотипами, у них это влияет на мотивацию, и они не хотят этим заниматься дальше, так как они думают, ну я же девочка, зачем мне это надо. Соответственно, когда мы стали старше и уже через все это пройдя, мы хотели дать этот стимул и мотивацию таким же маленьким девочкам, чтобы они не переставали этим заниматься, и чтобы девочек в STEM стало намного больше, чем сейчас. После Solve for Tomorrow мы участвовали в конкурсе от благотворительного фонда Халык, мы там выиграли 1 000 000 тенге. И сразу мы начали реализовать наш проект, запустили Инстаграм, запустили набор анкет и провели первый поток нашей программы. И в нем участвовало 130 девочек с разных городов Казахстана и даже с разных стран. Потом мы запускали разные конкурсы, выдавали призы девочкам, на это мы тратили финансирование, также запустили веб-сайт, запускали рекламу. Потом запустили мы также курс по разработке телеграм-ботов совместно с другим фондом, который занимается такими же целями, как мы. Мы участвовали в разных различных международных выставках, это от Индонезийской ассоциации молодых ученых. Первый конкурс называется US International Science Fair. Мы там выиграли первое место среди около 400 команд с разных стран. Также мы участвовали в конкурсе World Science Engineering and Environment Competition, International Youth Business Competition. Это все международные конкурсы. Там мы не выиграли финансирование, а просто как люди узнавали больше о нашем проекте, мы знакомились с разными личностями. Месяц назад мы участвовали в выставке от ООН, то есть эта выставка называется UN Women Entrepreneurship Expo. Там мы тоже не выиграли никакого финансирования, но мы были выбраны как самые молодые представители Казахстана, женщины-предпринимательницы. На данный момент, получается, мы больше специализируемся на просто общеобразовательных предметах, но, конечно же, когда у нас были закрытия, было множество отзывов, у нас до сих пор остались телеграм-чаты, где девочки пишут благодарности учителям каким-то, реально очень много учениц, которые были благодарны за всю проделанную работу. Нам очень приятно получать все эти отзывы, и мы получаем еще большую мотивацию дальше развиваться. Мы думаем над тем, чтобы, то есть подготовка к экзаменам включить, может, IELTS. У нас даже девочки спрашивали насчет того, есть ли подготовка к математической грамотности. Это ЕНТ, и сейчас мы над этим работаем. У нас сейчас есть наш клуб. В школе называется Физмат-хаб, где мы, получается, помогаем ученикам физмата создавать свои проекты. Может быть, это будет именно какой-то предмет по физике проект, а также стартапы в основном. И мы продвигаем как раз-таки именно эти конкурсы, как Solve for Tomorrow, чтобы наши ученики также развивались, также пробовали, участвовали и, конечно же, выигрывали.
Solve for Tomorrow – это республиканский конкурс социальных проектов среди школьников средних и старших классов с активной жизненной позицией, желающих помогать окружающим при помощи технологий и науки. Инициатива Samsung помогает будущим молодым лидерам развивать творческие навыки и нестандартно решать важные проблемы благодаря STEM. Solve for Tomorrow в Казахстане собрал более сотни заявок от старшеклассников из разных городов. Юные инженеры и математики предложили свои идеи по самым разным направлениям: борьба с отходами, помощь престарелым и людям с особыми потребностями, экологические проекты и многое другое. Идея этого конкурса все-таки действительно мотивировать и привлекать, направлять их. И мы надеемся, сильно в это верим, что большинство из них не бросит эту сферу, останется в ней в науке, в исследованиях, в технологиях, в стартапах, в каком-то из этих направлений останутся и продолжат развиваться дальше. Чтобы перейти в финальную часть, нужно выделиться. Да? На предфинальной части мы работаем, в прошлом году мы работали с 30 командами, топ-30, из которых выбрали на предыдущем этапе из 121 команды. Конкуренция довольно большая. У всех много интересных идей, много интересных проектов. И чтобы пройти из топ-30 в топ-10, нужно очень сильно постараться. Поэтому девушки в любом случае, конечно, провели огромную работу, исследования, опросы, поняли аудиторию, нарисовали портрет своего целевого участника, заинтересованного лица. Девочки очень активные, с очень сильной жизненной позицией девочки, создали веб-сайт, образовательная платформа для таких же школьниц, как они, потому что они считают, возможно, это правда, что девочек, женщин не так много в науке, в инженерии, там, в математике на данный момент. И, на их взгляд, это не самое справедливое состояние на данный момент. Они решили помочь своим же одноклассницам улучшить свои знания в технической сфере. В физике, в математике, в инженерии, в технике. Вот, они создали платформу, на которой проводят уроки, находят наставниц, таких же школьниц также, которые достигли каких-то уже высот и знаний.